Валентина Асеева. Отомстила. Катя подошла к своему столу и ахнула. Ящик был выдвинут, новые краски разбросаны, кисточки перепачканы. На столе стояли лужицы бурой воды. «Алешка!» — закричала Катя. «Алешка!» И, закрыв лицо руками, громко заплакала. Алеша просунул в дверь круглую голову. Щеки и нос у него были перепачканы красками. «Ничего я тебе не сделал», — быстро сказал он. Катя бросилась на него с кулаками, но братишка исчез за дверью и через раскрытое окно прыгнул в сад. «Я тебе отомщу!» — кричала со слезами Катя. Алеша, как обезьянка, вскарабкался на дерево и, свесившись с нижней ветки, показал сестре нос. «Заплакала! Из-за каких-то красок заплакала!» «Ты у меня тоже заплачешь!» — кричала Катя. «Еще как заплачешь!» «Это я-то заплачу!» Алеша засмеялся и стал быстро карабкаться вверх. «А ты сначала поймай меня!» Вдруг он оступился и повис, ухватившись за тонкую ветку. Ветка хрустнула и обломилась. Алеша упал. Катя бегом бросилась в сад. Она сразу забыла про свои испорченные краски и ссору с братом. «Алеша!» — кричала она. «Алеша!» Братишка сидел на земле и, загораживая руками голову, испуганно смотрел на нее. «Встань, встань!» Но Алеша втянул голову в плечи и зажмурился. «Не можешь?» — испуганно спрашивала Катя, ощупывая Алешины коленки. «Держись за меня!» Она обняла братишку за плечи и осторожно поставила его на ноги. «Больно тебе?» Алеша мотнул головой и вдруг заплакал. «Что, не можешь стоять?» — спросила Катя. Алеша еще громче заплакал и прижался к сестре. «Я никогда больше не буду трогать твои краски. Никогда. Никогда не буду». Валентина Асеева на катке. День был солнечный, лед блестел. Народу на катке было мало. Маленькая девочка, смешно растопырив руки, ездила от скамейки к скамейке. Два школьника подвязывали коньки и смотрели на Витю. Витя выделывал разные фокусы. То ехал на одной ноге, то кружился волчком. «Молодец!» — крикнули ему один из мальчиков. Витя стрелой пронесся по кругу, лихо завернул и наскочил на девочку. Девочка упала. Витя испугался. «Я нечаянно», — сказал он, стряхивая с ее шубки снег. «Ушиблась?» — девочка улыбнулась. «Коленку». Сзади раздался смех. «Надо мной смеются», — подумал Витя и с досадой отвернулся от девочки. «Эка невидаль, коленка! Вот плакса!» — крикнул он, проезжая мимо школьников. «Иди к нам!» — позвали они. Витя подошел к ним, взявшись за руки, все трое весело заскользили по льду. А девочка сидела на скамейке, терла ушибленную коленку и плакала.